В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Приветствую всех, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Итак, 21 июля в Украине прошли досрочные парламентские выборы. Явка избирателей по данным Центральной избирательной комиссии составила меньше 50%. Если быть точным, 49,84%. И это самая низкая активность избирателей на парламентских выборах за всю историю независимой Украины. Центральная избирательная комиссия вот к этому часу подсчитала 54,68% бюллетеней, голосов, которые были отданы на этих парламентских выборах. Итак, значит, первое место по вот данным, которые сейчас публикуются в режиме онлайн на сайте Центральной избирательной комиссии Украины, пока что принадлежит политической партии «Слуга народа». Наверное, не пока что, а так и будет, потому что уже сейчас есть 42%, 42,47%. На втором месте находится политическая партия «Оппозиционная платформа за жизнь» 12,92%, немножко не хватает до 13%. На третьем месте политическая партия «Европейская солидарность», список которого возглавляет Петр Порошенко, экс-президент Украины. За вот эту партию «Европейская солидарность» проголосовала пока, вот по предварительным данным на этот момент, 8,6% избирателей, принявших участие в голосовании. На четвертом месте политическая партия «Батькивщина» 8,2% голосов. На пятом месте политическая партия «Голос». Эту партию возглавляет украинский политик и певец господин Вакарчук. За этот список проголосовало 6,36% голосов. Но подсчитанных на данный момент, еще раз напомню, это данные в режиме онлайн сайта Центральной избирательной комиссии Украины. На данный момент, вот сейчас на 12 часов 12 минут, 22 июля обработано 54,68% бюллетеней. Также несколько партий не добирают вот эти 5% голосов, которые необходимы для того, чтобы зайти в украинский парламент 9-го созыва. Это политическая партия, радикальная партия Олега Ляшка, политическая партия «Сила и честь», оппозиционный блок, политическая партия «Шария» и политическая партия «Всеукраинское объединение Свобода», а также политическая партия «Украинская стратегия Гройсмана». Все эти партии набрали больше 2% голосов избирателей, но меньше 5%. Ну, а мы сегодня поговорим вот о чем. Дело в том, что на этих выборах участвовали, баллотировалось достаточно много крымчан. Вот по партийным спискам в Верховную Раду Украины баллотировалось 5 членов Меджлиса крымско-татарского народа. Это и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз. Они шли по спискам партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Также председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Он баллотировался от партии «Сила и честь» Игоря Смешка. Член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юкселя от партии «Зеленых Украины». Но на выборы в Верховную Раду шли не только представители Меджлиса крымско-татарского народа, среди них были и первый заместитель информационной политики Украины Эмине Джепар от партии «Украинская стратегия» Гройсмана и делегат Курултая крымско-татарского народа Рустем Умеров, координатор инициативы «Крымсос» Тамила Ташева, исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-СОС» Александра Дворецкого. Вот все трое, они шли по спискам партии «Голос» Святослава Вакарчука. Также блогер и дизайнер из Крыма Лиза Вагуцкая от партии Владимира Зеленского «Слуга народа». И крымчанин, бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко от партии «Сила права». Наши корреспонденты Крым Реалии вчера, 21 июля, побывали на пункте пропуска Каланчак в Херсонской области. Это один из ближайших населенных пунктов, вот сам Каланчак, к админ-границе с аннексированным Россией Крымом. И сюда через пропускной пункт Каланчак приезжают крымчане, чтобы проголосовать на выборах в Верховную Раду Украины. В связи с выборами украинские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы и увеличили количество военнослужащих на контрольном пункте въезда-выезда. Журналисты Крым Реалии поговорили с крымчанами, которые только собирались, как с теми, которые только собирались проголосовать, так и с теми, кто уже отдал свой голос. Давайте послушаем.
Так, я йду голосувати. Ну, я голосувала на попередніх виборах, тому що для мене це важливо. Мені здається, що моя думка важлива. Що треба витратити досить великі гроші, щоб поїхати. Мені від Красноперекопська 350 гривень в один бік вартує. Я еду голосовать, но я как человек еду. Я не идентифицирую себя. Крымчанин, не крымчанин. живете вы где? Родина моя, планета Земля. Скажите, а где голосовать будете? Где В регистрироваться? Херсоне. Чем больше будут людей отвечать за свою страну, она будет наша. Я ж не ездила договориться, надо же предварительно записаться. Мы ездили на первый тур, а потом уже не ездили. Ну, надежда, что все должно быть хорошо. Все-то когда-то решится, и решится в положительную сторону. Ну, Крым должен вернуться, по-любому, так, как есть, и так, как было до 14-го. Ну, поездка туда-обратно, я в рублях могу сказать, это 2500. Ми приїхали голосувати за наше майбутнє України, майбутнє в ЄС, за Україну в НАТО, за визволення Криму, за перемогу України, за щасливе майбутнє наших дітей і онуків. Ми чекаємо, що курс України на ЄС, на НАТО, на визволення Криму буде продовжено. Это сейчас вы слышали фрагмент из репортажа наших корреспондентов. Они вчера, 21 июля, были на пункте пропуска Каланчак на границе с оккупированным Крымом. И также побывали на местном избирательном участке в Каланчаке, куда приезжали многие крымчане для того, чтобы проголосовать на парламентских выборах. Но тут стоит понимать, что крымчане голосуют не только или голосовали не только в Херсонской области, но также и по всей Украине. Потому что для того, чтобы проголосовать на президентских или на парламентских выборах, крымчанину необходимо сменить место голосования разового. И вот сделать это нужно было за 5 дней, минимум за 5 дней до дня голосования. Поэтому как минимум нужно было либо дважды приехать на материк, либо зарегистрироваться и ждать уже дня голосования. Но напомню, что голосовали не только в Херсонской области. Ну а сегодня мы говорим о тех крымчанах, которые, по всей видимости, будут уже присутствовать в составе новой Верховной Рады Украины. Начнем мы нашу программу беседой с Ахтемом Чайгозом, кандидатом в депутаты от партии «Европейская солидарность» и заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, здравствуйте. Добрый день. Ситуация вроде похожа на то, что и вы, и господин Джемилев будут уже депутатами Верховной Рады Украины. Скажите, но тем не менее, ситуация вот в этой новой Верховной Раде Украины, похоже, сведется к тому, что в ней будет большинство у партии «Слуга народу». Каким образом вы планируете продвигать тогда крымскую тематику, если вот ваша партия, Европейская солидарность, не будет правящей партией? Ну, во-первых, очевидным является, что и третий проходит, это Рустем Умеров. И что касается от «Голоса», что касается вот тех оценок, когда говорят, більшість будет сформирована вот такая однорядная, да, вот, то тут я уже вчера имел возможность с одним из представителей «Слуги народа» быть на эфире. Я сказал, что основной задачей коалиции является не доминировать и принимать решения одноособно на свое понимание, потому что мы такое уже проходили, когда Чечетов вставал, поднимал руку и, значит, там все просто в тупую, извините, нажимали кнопки, и им казалось, что у них уже не только Украина, а еще и весь мир там в кармане. Чем закончилось, это должны помнить все. Как бы такого рода, это в смысле ответственность в создании коалиции, я думаю, что это такой вот уровень державности, да, и тут нужно действительно очень подходить с такой ответственностью перед Украиной, перед народом и перед миром, и перед оккупированными территориями в первую очередь, и перед врагом, который продолжает войну против нас в первую очередь. Так вот, тут я думаю, что вопросы Крыма нужно понимать, что не разрешив или не утвердив в дальнейшем ситуацию здесь, в самой Украине, будет сложно абсолютно что-либо
продвигать или более такими очевидными методами и надежду давать в Крым нашим гражданам о скорейшем высвобождении от этого ига, от этой оккупации российской. А что вы подразумеваете вот под словом каким-то образом урегулировать ситуацию в Украине? Я не имею в виду каким-то образом. Я знаю, что каким-то образом я говорил о том, что мы обязательно должны здесь, в Украине, сперва утвердить все те успехи и те наработки, которые эти 5 лет в сложнейшей ситуации, но имели место. То есть мы имеем успехи, имеем сильную армию, мы имеем становление общества, пусть сложным путем, но оно идет, становление, это очевидно, и в нем участвует самая активная часть нашего общества. И, конечно же, международные площадки. Там тоже есть изменения, и последняя поездка Порошенко продемонстрировала, что эти изменения необходимо сконцентрировать новых участников на проблеме Украины, на проблеме Крыма и на проблеме войны. Вот в этом я вижу основную задачу и особенную ответственность тех, кто от Крыма будет там представлен, кому, если не нам, быть более настойчивыми и более уверенными, имея за собой сотни тысяч судеб, которые зависят от наших, в том числе, действий. Господин Чийгоз, скажите, а вы уже думали, чем вот вы конкретно будете заниматься, в каком комитете будете, чем вы будете заниматься в новом составе Верховной Рады? Над чем будете работать? Есть у меня мое видение, и я думаю, что уже буквально скоро мы будем обсуждать это в нашей партии, и я бы хотел себя видеть в комитете международных направлений. Так как Крым это есть сегодня, вернее, его надо утвердить субъектом международного внимания, и чтобы концентрация давления на Россию не только сейчас, как бы она немножко просела, а еще с большей силой действовала на Путина, на его окружение, и это необходимо делать. Спасибо вам. С нами на связи был Ахтем Чийгоз, кандидат в депутаты от партии «Европейская солидарность» и заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, что вот партия «Европейская солидарность», она по данным Центральной избирательной комиссии вот на данный момент 12 часов 22 минуты, вот сейчас уже обработано 57% голосов, отданных во время голосования 21 июля. Партия «Европейская солидарность» набирает по спискам 3-е место. Пока что вот по предварительным данным 8,6% голосов за нее проголосовало. Больше набрала партия «Оппозиционная платформа за жизнь» 12,91% голоса. И голосов и политическая партия «Слуга народа» 42,47% голосов. Это первое место. Но не только эти партии проходят по предварительным данным Верховной Рады Украины, также «Батьківщина» это 8,2% голосов, и политическая партия «Голос» 6,38% голосов. Это вот 5 партий, которые составят, скорее всего, вот будут представлены в Верховной Раде Украины, если ничего не случится такого сверхъестественного. С нами сейчас Тамила на связи. Тамила Ташева, кандидат в депутаты от партии «Голос». Тамила, приветствую вас. Доброго ранку. Тамил, ну такой вопрос, да, с одной стороны, получается, что вот сейчас мы уже видим гарантированно, по предварительным данным, уже будет 3 представителя крымско-татарского народа в Верховной Раде Украины, как минимум. Это Ахтем Чийгоз, это Мустафа Джемилев, да, и это Рустем Умеров. А что касается партии, который идет вот по тому же списку, что и вы от партии «Голос», есть ли у вас шансы попасть еще сейчас в парламент? Вот сколько сейчас, по вашим предварительным данным, у вашей партии может быть депутатських мандатів в Верховній Раді України? Поки що по тих результатах, які ми маємо, як екзит-полів, так і опрацьованих голосів Центральною виборчою комісією, скоріш за все,
все ж таки ми матимемо від Криму в партії «Голос» Рустема Умєрова, але дуже все залежить в тому числі від формування нової коаліції, тому що партія «Голос» заявила, що вона готова формувати коаліцію з усіма проукраїнськими і проєвропейськими партіями. Зрозуміло, що ніяких розмов не може бути з опозиційною платформою «За життя». З іншого боку, ми чули і заяви Володимира Зеленського щодо пропозиції лідеру нашої партії вийти у формат парламентських перемовин, тому, звісно, що ми ще будемо дивитися, можливо, список наш ще підтягнеться, чи він підтягнеться до мого імені. Зараз я, в силу того, що один з представників нашої партії вибув за станом здоров'я, я на 25-му місці знаходжусь, тому шанси насправді ще є, але все залежить від тих перемовин, які будуть після вже остаточних результатів голосування, які, ми сподіваємося, всі будемо мати ближе до середини кінця тижня. То есть, Тамила, вы предполагаете, что кто-то из вот верхней части вашего списка партии «Голос» может пойти работать в исполнительную власть? Це може бути, але все залежить від того, яким чином буде формуватися коаліція і яким чином буде прописуватися коаліційна угода. Тому що для нас є кілька важливих тез, про які ми говорили під час виборчої кампанії. Зрозуміло, що це питання соборності держави, і це питання окупованих територій, це питання зв'язку і впливу олігархів на систему загалом всю в Україні, це питання професійності народних обранців і, в першу чергу, я маю на увазі голосування особисто і зняття недоторканності, це питання реформування, нарешті, судової системи до реформування. Тому в нас є 5 базових тез, які важливі для нас у нашій виборчій програмі, які є червоними лініями для нас. Тому якщо, коли буде проходити перемовини щодо коаліції, коаліційної угоди, якщо це буде дотримано з тими політичними силами, які ми вважаємо проєвропейськими, продемократичними, то, звісно, що ми можемо війти у склад уряду. Тамила, еще такой вопрос. Если вы сейчас не становитесь народным депутатом Украины, остаетесь ли вы в политической партии «Голос»? То есть становитесь ли вы таким профессиональным политиком или продолжаете заниматься тем, чем занимались ранее? Поки що це питання, в тому числі обговорення всередині як партії, так і всередині моєї організації «Кримсос», тому це дуже важливі питання, які залежать від кількох груп осіб. Тому поки що я не можу відповісти остаточно на це питання, але хочу сказати, що я все ж таки є партійцем, я є членом команди, і я є членом партії, я вступала у партію «Голос», я дійсно вірю в цю силу, тому, звісно, що ми будемо вирішувати це спільно, тому що в мене є команда «Кримсос» і є команда «Голосу», якій я дійсно довіряю, з якою я йшла саме тому на вибори. Понятно. Спасибо вам. Тамила Ташева, кандидат в депутаты от партии «Голос», была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Значит, я еще раз напомню, вот обновились, по-моему, данные, хотя нет, эти я уже вам читал. Данные непосредственно с сайта Центральной избирательной комиссии. Обработано сейчас 57% голосов. Политическая партия «Слуга народа» первое место пока что по результатам вот этих обработки 42-47%. Политическая партия «Оппозиционная платформа «За жизнь» 12,91%, и политическая партия «Европейская солидарность» 8,6%, а политическая партия «Батькивщина» 8,02% и «Голос» 6,38%. Вот эти первые 5 партий, которые уже, судя по всему, проходят в Верховную Раду Украины. Но не только в этих партиях присутствовали крымчане, также были, например, крымчане и в партии «Сила права». Сейчас мы беседуем с Андреем Сенченко, кандидатом в депутаты от партии «Сила права». Андрей Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Андрей Владимирович, ну вот такой результат, что не проходит ваша партия в Верховную Раду Украины, насколько он был для вас прогнозируемым и что собираетесь делать дальше? Нет, ну он для нас был абсолютно прогнозируемым, поскольку мы работали в статусе правозащитного движения, и у нас выделилась в политическую партию часть команды только лишь в процессе этих скоропостижных выборов, то есть 1,5 месяца назад.
И понятно, что за 1,5 месяца не раскручиваются партийные проекты, но мы удовлетворены тактическими результатами на пути к стратегической цели. Что я имею в виду? Наша команда не занималась фестивалями, не творила чудеса на эти выборы. Мы занимались тем же самым, чем мы занимались последние годы, то есть войной с государством-агрессором, против государства-агрессора в интересах пострадавших украинских граждан. И для нас результаты измеряются тем, что практически чуть больше, чем за месяц, число заявителей, подавших заявление в суд с целью взыскания компенсации ущерба с государства-агрессора Российская Федерация выросло примерно с 30 тысяч до 300 тысяч человек. И вот сейчас мы, выборы прошли, мы работаем с этими документами, они с сегодняшнего дня начнут поступать в суды, и это очень важный процесс, потому что это на самом деле организованное наступление на государство-агрессора с целью, как можно приблизить все-таки завершение войны и возвращение Крыма и Донбасса. Угу. Андрей Иванович, а есть ли у вас какие-либо надежды вот с новой, не знаю, коалицией, или сейчас говорят монокоалиция, может быть, какая-то будет просто единая правящая партия? Что вы ожидаете от нового состава парламента? Честно говоря, достаточно сложная смесь проходит в парламент, как с точки зрения набора партий, так и с точки зрения набора людей в этих командах. Их нельзя назвать монолитными, и поэтому надо понимать, что, по сути дела, ставленники российского режима в украинской политике будут интенсивно раскачивать не только в целом политическую ситуацию, но и команды других политических сил в парламенте и, по сути дела, вербовать там свою агентуру. Поэтому это очень сложный процесс, который может вывести в самые разные, так сказать, направления. Но наша задача, как команды «Сила права», поскольку мы целенаправленно и системно занимались стратегией, нацеленной на победу в этой войне, на возвращение всех наших территорий без политических уступок государству-агрессору, то, безусловно, мы все наши наработки будем предлагать как новой власти, я имею в виду вот эта монокоалиция или как она будет, так и парламенту в целом. И я думаю, что вот в этой достаточно сложной и тревожной для страны ситуации надо находить формы более активного общественного воздействия на власть и более жесткого контроля как за курсом, так и за действием, за политическим курсом, так и за действиями власти. И я думаю, что формы такой работы мы также сможем предложить. Спасибо вам. Это был Андрей Сенченко, кандидат в депутаты от партии «Сила права». Напомню, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о том, о чем говорит вся Украина. Мы сегодня говорим о выборах, о результатах, таких предварительных результатах вот этих выборов народных депутатов Украины 2019 года. На данный момент, напомню, обработано 57% голосов. Эта информация содержится на сайте Центральной избирательной комиссии. Похоже, что проходят в Верховную Раду Украины по спискам представителей 5 политических партий. «Слуга народа» на первом месте пока что 42,47%. На втором оппозиционная платформа «За жизнь» почти 13%. На третьем «Европейская солидарность» 8,6%. На четвертом политическая партия «Батькивщина» 8%, на пятом политическая партия «Голос» 6,38%. Но вот что интересно, опять-таки по предварительным результатам, как вот это есть на данный момент, партия «Слуга народа» получает 122 места по спискам и 126, опять-таки по предварительным результатам, еще по мажоритарным округам. Итого вместе 248 мест в парламенте может быть у партии «Слуга народа». А вот было ли когда-нибудь в украинском парламенте такое огромное количество, чтобы было большинство просто одной партии? Этот вопрос я адресую Михаилу Басарабу, украинскому политологу. Михаил, приветствую вас. Доброго дня. Да, можно отвечать уже.
Да, я чув ваше запитання. Ну, щось схоже, не на 100%, але схожу ситуацію ми мали у 2012 році, коли до влади прийшла партія регіонів після перемоги Януковича на виборах президента в 2010 році, потім були парламентські вибори. Ми не можемо сказати, що це дуже точна паралель, оскільки партія регіонів не мала такої підтримки в суспільстві, яку сьогодні має партія «Слуга народу». Але за рахунок адміністративного ресурсу, ну і такої специфічної вдачі лідера партії, лідерів партії, вдалося сформувати лояльну більшість в українському парламенті, до якої входили представники різних політичних сил, течій, але фактично це була монобільшість партії регіонів. А чего стоит ожидать украинскому обществу от нового состава Верховной Рады? Ну, знаєте, зараз дуже важко говорити. От зараз точаться дискусії про те, що, наприклад, частина експертного середовища авансом висловлює свій скепсис щодо партії «Слуга народу», і це, мовляв, несправедливо, оскільки ми ще не бачили депутатів цієї політичної сили в парламенті, ми не чули, з якими ініціативами ця фракція буде виходити, як вона буде голосувати, врешті-решт. От, мовляв, ці закиди і скепсис авансом, вони не зовсім справедливі і об'єктивні. Цілком можливо, але з іншого боку, у нас достатньо заяв самого Зеленського, лідерів його політичної сили, впливових представників його оточення. Їх настільки багато було за останні місяці, кожен з них там дав по кілька інтерв'ю, сумарно це десятки інтерв'ю, були різні заяви. Ось, і на підставі цих заяв, інтерв'ю, їхніх реплік, коментарів ми можемо вже собі уявляти про те, якою буде ця політична сила, якою буде позиція цієї політичної сили у визначальних для країни напрямках, які стосуються протидії агресії Росії, які стосуються політики щодо окупованих територій, які стосуються ідеологічних маркерів, мовного питання, політики декомунізації, цілої низки інших питань. Так от, сказаного ними вже достатньо для того, щоб доволі обережно дивитися на поведінку цієї партії в парламенті. Спасибо вам, Михаил Басараб, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии, и мы надеемся, сейчас мы еще побеседуем с еще одним кандидатом в депутаты, теперь от партии «Слуга народа». У нас осталось буквально 2 минуты в эфире. Это Елизавета Богуцкая, крымчанка, она кандидат в депутаты от партии «Слуга народа». Елизавета, приветствую вас. Да, здравствуйте. Скажите, ну вот, судя по всему, вы уже проходите Верховную Раду Украины по спискам от партии «Слуга народа». Чем теперь, вот теперь у меня к вам вопрос, чем вы планируете заниматься в Верховной Раде Украины? Ну, у меня есть возможность заниматься несколькими направлениями, слава богу. Ну, главное, наверное, направление – это все-таки Крым, деоккупация, реинтеграция людей в наше украинское пространство и права человека, что касается конкретно политзаключенных, которые находятся в Российской Федерации, крымских татар, которые находятся под следствием, под очень мощным давлением Российской Федерации. И не только, скажем, в их юридической дикции в Крыму, но и в самой Российской Федерации, как Олег Сенцов, Саша Кольченко и очень много наших представителей, украинцев, которые проживали в Крыму, которые были в Крыму на тот момент, которые приехали в Крым и были арестованы, и, собственно говоря, коренного народа. Беспрецедентное давление мы знаем, что Россия осуществляет, видимо, с целью все-таки подавить крымско-татарское сопротивление. Ну и очень важный для меня момент, которым я хочу заниматься, это восстановление, скажем, такой архитектурно-исторической справедливости. Это восстановление и, скажем, реконструкция, реставрация тех архитектурно-исторических, историко-культурных усадеб, поместий, замков и так далее, на которых висит табличка «Охраняется государством», и все это пришло в совершенно негодный вид, абсолютно все в состоянии полной разрухи.
Понятно. Когда мы говорим о том, что мы будем... Елизавета, извините, у нас заканчивается уже время эфира. Огромное спасибо, что нашли время включиться к нам. Елизавета Богуцкая, кандидат в депутаты от партии «Слуга народа». Эта партия, напомню, она фактически побеждает на этих парламентских выборах по предварительным данным Центральной избирательной комиссии. Программу для вас провел Александр Янковский, радио Крым Реалии. Всего вам доброго.